немного хочется все-таки, может быть, показать, что мы ровня, например, что и женщины могут быть специалистами в этой или в иной сфере наравне с мужчинами. Потому что мы не слабый пол. Да. Ответственная была за сестренку, за дочь, например, да, вот сейчас. И вот сейчас, будучи на работе, да, скажу, что женщины, они на самом деле более ответственные. Благодаря этому продуктивность намного выше. Женщины сачкуют меньше. Вести эту работу не только с девушками, да, но и с мужчинами, с мальчиками, потому что немного нужно поработать, все-таки, я думаю, над их взглядом на всю эту ситуацию, что нормально, когда я все-таки думаю, что если жена работает, если у нее это хорошо получается, если есть у нее это желание на это все. Добрый день, это очередной выпуск подкаста из цикла «Нидернетика» от Академии Трех Медведей. Сегодня ведущий я, Искандар Мирзганиев. Напомню, что в Таджикистане при финансовой поддержке Азиатского банка развития реализуется программа по развитию сектора энергетика. Одним из ее компонентов является укрепление потенциала, включая расширение участия женщин в деятельности энергетического сектора. Сегодня у нас в гостях Дилафруза Уири, это заместитель начальника Центральной службы средств технического и технологического управления ОАО «Шабакахой Нтихойли Барк». Я правильно? Все правильно, здравствуйте. Здравствуйте. Главный вопрос. Как вы пришли в энергетику, в STEM-науки? Откуда было такое решение? Это было в далеком, не то чтобы детстве, а в подростковом моем возрасте, когда, помните, только появились мобильные телефоны, и нужно было обслуживать их непосредственно звонком к оператору. Да? Помню, очередной раз я набираю, и оттуда мне отвечает милый голос девушки со словами: «Да, такая-то, слушаю вас, чем я могу вам помочь?» И, если честно, она прям вот засела. Мне было так интересно, и хотелось вот почему-то работать, помогать людям, и по большей части я скажу, что я больше практик, чем, наверное, теоретик, и мне хотелось вот так вот помогать и получать пользу и видеть, да, получается. И потом, когда встал вопрос о том, что куда поступать, я высказала свое мнение, что хочу туда-то, почему-то выбрала техническую сферу. Мне не отказали, потому что мне всячески сказали: куда бы ты ни поступила, мы всячески тебя поддержим, потому что образование — это важный аспект в дальнейшей нашей жизни. Это нужно, важно. Дерзай. Вопросов дома вообще не было. Я, опять же, исходя из стереотипов Таджикистана, вам не предлагали дома: зачем тебе это нужно, иди на преподавателя, иди на медика. В тот период, когда вы еще, вот в том возрасте, когда еще не можете выбрать, да, вот куда, был вопрос, единственное, может, экономистом пойдешь, бухгалтером, вот так вот. На что было, что я не хочу, почему-то вот мне туда. Но у меня изначально, давайте начнем, скажем так, что у меня вся семья образованная, весь, как говорится, род, да, вот. Все они поддерживают. 1, 2, 3 образования, это всячески поддерживается. И получай, учись, расти. И вообще никаких не было у меня преград. Но отмечу, что я закончила заочно университет, что по большей части я уже 13 лет уже в сфере энергетики работаю в нашем предприятии. И получается, я и работаю, получала практику и теорию. И все получилось, все срослось, мне нравилось и здесь, и тут, и там. Семья у вас тоже все в точной науке? У меня мама экономист, отец у меня был госслужащим, сейчас у него там небольшой свой бизнес, такие, уже скоро пенсионный возраст. Дедушка у меня математик, может быть, от него что-нибудь там перешло. Все-таки точно науки идут. Да, он окончил наш национальный университет и там преподавала высшую математику на протяжении 50 лет. Может быть, от него какие-то там зернышки передались нам. Сложно было учиться? Нет, совсем не сложно. Сколько было девочек у вас в группе? И в нашей группе я скажу, что, наверное, 7 девочек это точно было, но на самом деле мальчиков было намного больше. А вот 7 девочек у вас при поступлении было, правильно, в группе? Да. Потом... Сколько закончило из них? Я точно сейчас сказать не могу, но помню, что мы... Чуть меньше нас стало, да. Чуть меньше, потому что параллельно замуж вышли. И немного потом академ-отпуск, по-моему, тоже брали, что как-то. А мы окончили. Не смотрели, кто стал работать по профессии? По-моему, только я одна. Если говорить точно, наверное, из мальчиков, по-моему, тоже никто в эту сферу не ушли. Мы, если честно, такого естественного контакта не придерживаемся, но это
Но в этой сфере я параллельно от того, что работала, может быть, поэтому. Если бы мне не нравилось там, если никакой поддержки, может быть, не было там, я бы, наверное, тоже ушла по окончанию. Потому что изначально, когда я пришла сюда, мне сказали, хай поработай на лето, время проведи, вдруг тебе не понравится, эти телефонные, наши сотовые операторы, например, полно их там. Может быть, там поработаешь. Мы недавно говорили об исследованиях, что у девочек интерес к STEM-наукам, к точным наукам появляется где-то лет в 11-12. Сейчас немножко раньше, потому что у нас появился интернет и возможностей много. Но через пару лет он исчезает. Хотя опрошенные в исследовании девушки говорят, что если бы они знали, что у них будет поддержка и равные возможности, интерес к точным наукам остался бы. А вот как именно вам удалось сохранить этот интерес? Не было ли такого, что вы говорите, я не буду, все это сложно, не хочу, его нафиг? Это, наверное, уже исходит из личных качеств человека, потому что я, по сути, не тот человек, чтобы бросать на полпути что-либо. Я люблю изучать, узнавать что-то новое, и хочу узнать, до какого же уровня я дойти могу, и где эта преграда, что здесь я скажу, что все, стоп, например, это не мое, например, или я не потяну, но пока этот интерес благодаря этому и остается, потому что интересно изучить, интересно узнать новое. Потом не зря говорится, что мужчины немного по-другому, немного сложены, и женщины. И это немного хочется все-таки, может быть, показать, что мы ровня, например, что и женщины могут быть специалистами в этой или в иной сфере наравне с мужчинами. Потому что мы не слабый пол. Да. Как относятся ваши родные к тому, что вы строите карьеру именно в этой сфере? Стереотипно мысля и стереотипно говоря, сугубо в мужской секторе. Как я выше говорила, никаких преград. У нас все только за то, чтобы работали там, где у них хорошо это получается, и они комфортно себя чувствуют. Видят же, что получается, например, поддерживать всячески. У нас нет таких преград никаких, я скажу, чтобы там это стереотип, это не женская работа, например. Нет, потому что я считаю, что это нормально. До какой позиции в энергокомпании вам бы хотелось дорасти? Какая ваша цель? Я как человек, который уже несколько лет здесь работает, и можно сказать, что карьеристка, наверное, и хотелось бы, конечно, достичь самых наивысших высот, которые мне предназначены. И если получится, я буду очень даже рада этому. В нашем обществе бытует мнение, что женщины не должны или не могут брать на себя ответственность, которую обычно берет руководитель. Многие говорят, зачем вам ответственность такая? Что вы об этом думаете? Это да, это прям ответственность, это мое, это на самом деле, это опять же, это черта характера, все-таки я вам скажу, что есть такое ответственность. Я всегда, по-моему, выросла, ответственная была за сестренку, за дочь, например, сейчас. И сейчас, будучи на работе, скажу, что женщины, они на самом деле более ответственные, и благодаря этому продуктивность намного выше. Женщины сачкуют меньше. Лично мое мнение, это очень глупое суждение, то, что женщины не могут брать на себя ответственность. Я считаю, что женщины более ответственны, чем мужчины. Оставь мужчину с 3 детьми и с домом, без гроша в кармане, который бы надеялся, что жена ему сегодня что-то принесет. Большинство семей в нашем Таджикистане такие, что женщина сидит и ждет, когда муж ей что-то принесет. И кто из них более ответственный? Когда она без ничего может содержать и семью, и детей, и мужа. Это инстинкты они такие. Это ответственность. Я считаю, что женщины на самом деле более ответственны, нежели мужчины. По поводу руководства, я считаю, здесь вообще нет каких-то гендерных различий. Это мое личное мнение. Женщина может быть так же руководителем, как и мужчина. Это все от личных качеств человека зависит, а не от гендера. А вам часто приходится брать на себя ответственность? Да, потому что непосредственно занимаю должность заместителя начальника. Когда бывает он в отъезде, все, получается, все его обязанности переходят на мои плечи, и я стараюсь достойно оправдать и ответственно взяться за всю эту работу. А как складываются с подчиненными отношения? Ведь там большинство мужчин наверняка. Вам приходится ими командовать, руководить. Все хорошо. У нас в этом нашем коллективе мы уже давно работаем все вместе. Получается, приходят новые сотрудники, и быстро очень находим общий язык, потому что коллектив у нас очень хороший, и сама наша организация сплоченная. И
стараемся, чтобы наша работа, как 8 часов мы там проводим, конечно же, нужно ладить, конечно же, нужно искать и подходы. Все у нас в этом плане хорошо, работаем. Но неужели ни разу не было такого, что кто-то изъявил, скажем так, протест тем, что им командует женщина? Нет, на моем опыте, сколько я вот работаю, не было такого пока. В моменты принятия каких-то решений, вот вы говорите, когда вам приходится брать на себя ответственность как заместителю начальника, да? В такие моменты вы чувствуете сомнения или, наоборот, гордость? Сначала, конечно, посещают такие легкие нотки сомнения, потому что надо принять правильное, верное решение. Но не бывает такого, что вот все перекладывается на твои плечи, и все, вот решай сама. Очень у нас сотрудники, очень вся организацию имею в виду, да, даже по любому вопросу они могут вам откликнуться, обязательно помочь. Это как семья одна большая, если честно. А потом, когда решение принято и дело сделано, конечно, охватывает гордость. И это очень приятно. Но вам сейчас легче об этом говорить, потому что у вас должность, вы заместитель начальника управления центрального. Но, а если, скажем, придет сейчас молодая девушка с института? К нам и приходят и мальчики, и девочки, и мы всячески стараемся помочь, потому что я исхожу от того, как меня приняли вот на работу, как ко мне относились, какая была поддержка. Нам очень хочется, чтобы выпуски подкастов наших стали мотиваторами для девушек, которые хотели бы пойти в STEM-науки, но ощущение складывается, что одного мотивационного разговора недостаточно. Как вы думаете, что еще необходимо делать для того, чтобы девочки могли сохранить интерес к точным наукам? По этому поводу, как вот до нашего с вами подкаста, Тахмина Хакимова-Рис, как тоже участвовала, и непосредственно одной из этой ролевой моделью была я, которая с ней вот в мае месяце мы вот объездили север наш, вот с агитационной программой, да, они называют маркетинговый тренинг, например, мы с агитационной программой объездили вот школы, джамуаты, которые, чтобы рассказать людям, что это такое, что в 21 веке нормально работать, где вот эти все современные технологии, что это не так страшно. Все можно и поработать, и успеть и поучиться, и замуж выйти. Хотелось бы побольше таких вот мотивационных выездов, да, чтобы на самом деле девочки знали, что есть такая сфера деятельности, что там работают женщины, что для женщин там практически все условия для работы соблюдаются, и никаких притеснений, ничего. Это вот маленький шаг, который был произведен, и в дальнейшем хотелось бы больше, например, таких, чтобы просвещать и вести эту работу не только с девушками, да, но и с мужчинами, с мальчиками, потому что немного нужно поработать все-таки, я думаю, над их взглядом на всю эту ситуацию, что нормально, когда я все-таки думаю, что если жена работает, если у нее это хорошо получается, если есть у нее это желание на это все, почему бы и нет? Зачем сдерживать? А вот вы ездили как ролевая модель, грубо говоря, как успешный кейс, позиционировали себя. Девочкам нравилось, задавали вам вопросы? Очень. В первый день я немного была скована, потому что для меня это тоже было в новинку. Вот это вот все. И уже на следующие дни мы так втянулись, что уже вот протокольную часть, что ли, проводили, потом уже в зал спускались с девочками, уже вот так, потому что как вот с сестренками, да, как вот с дочками, может быть, общались, и как вот вы там работаете. Мы всегда думаем, что если в этой сфере работают люди, что они вот по этим балкам и поднимаются со всеми этими проводами, да. Да, есть такое, есть и с оборудованием, и я работаю, да, ну, оно такое компактное, оно такое аккуратное, все через компьютер, например. Это не страшно сейчас в наше время, вообще не страшно, и очень даже удобно. И очень девочки, как вот подчеркнула Мяпи Тахмина, что они не знали, просто не знали, что вот такое вот бывает, что вот так работают. И на самом деле, все-таки, опять же скажу, что сейчас нужно все-таки проводить побольше вот таких вот мотивационных тренингов, может быть, по телевидению закидывать ролики какие-нибудь, что не бойтесь. Если бы сейчас к вам обратилась девушка и сказала, что думает поступать в технический вуз на энергофакультет, но ей нужен ваш совет, что бы вы ей сейчас подсказали? Я бы сказала безоговорочно поступать, если она хочет, чувствует, что это ее, что ей это нравится. Почему бы и нет? Почему бы нет? Потому что учиться чему-то новому, особенно в сфере, где вот более мужчины доминируют, мне кажется, это очень интересно. Наравне с мужчинами. Если бы ваши дети сказали, ваша дочь сказала: мама, я пойду на энергофак,
вы бы сказали «иди»? Конечно. Дочери, конечно. Так же, как меня поддержали, не препятствовали моему решению, также я все-таки, наверное, поддержу свою дочь безоговорочно. Пусть поступает. Я всячески в этом ей помогу в дальнейшем, чтобы дать ей достойное образование в этой сфере. Спасибо большое за беседу. Спасибо вам.